Молодежная организация, негосударственная, для достижения молодежи узнавать. Значит, это Конгресс молодежи. Молодежь 56 они решили провести съезд Всемирного конгресса народов за город. За Киев. Это молодежь. Молодежь и совместно международным чувством конгрессом вообще. Все, понял. Они способствуют молодежи. Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу концертную программу. И открывает концертную программу представитель Республики Кыргызстан Тюменбаева Нурзат. Кыргызская народная песня «Сарой». Sana
Gül. Kızıl gül olup caynaysın, gülüne konup sayraysın. Kızıl gül akmışı lekendi, oy çirkin kızı büzüp almadı. Bahçana vardım geçindim, gülde göncaştık gezimde. Gül teri bağıldın karmaşık. Oy çirkin gülü gönlüm beni nesimde. Gülden bir güldü tanda var, süybeğin güldür arma var. Gül teri bağıldan karmaşık. Oy çirkin armanda alıp sarıla. Oy çirkin armanda alıp sarıla. Спасибо огромное за прекрасное исполнение. А следующим у нас выступают гости из Чувашистана, фольклорный ансамбль «Шуже».
девушек, который исполнялся во время обряда осеннее пиво, или девичье пиво по-другому. Сейчас перед вами мы исполним гостевые песни. То есть те песни, которые исполняются, когда приходим в гости к своим близким, друзьям, родственникам. И к вам, конечно же, Shama
Вы сейчас посмотрели танец. Это вообще свадебный танец. Во время свадьбы специальные, то есть во всех обрядах есть специальные танцы. Вот во время свадьбы исполняли этот танец. Палаш сарына, жирнече, анчак тилегай
Спасибо большое, дорогие друзья. Это был ансамбль, фольклорный ансамбль «Шуджем», Республика Чувашистан. Ну а далее нашу концертную программу с народными танцами продолжают крымские татары. Приветствуем! Это был народный танец, который называется Бахчисарайская хайтарма. Ну а далее давайте посмотрим народный танец тым-тым. Переводим.
Спасибо большое. Ну а далее предлагаем народный танец Ром-Кызы. Elini ver elime, ah söyleme kimseye, araday daridaday. Ay Rom kızı, araday daridaday. Yanakları kırmızı, araday daridaday. Bekar saçları kara, araday daridaday. Görme kendi sakını, araday daridaday. Elini ver eline, araday daridaday. Bak söyleme kimseye, araday daridaday. Спасибо большое за замечательный танец. А теперь я представляю вашему вниманию артистку Айшат Каккезову из ногайской делегации. Қазтуған сүйініш ұлы менің доғайым. Қазтуған өзі айтар, қазы алдан зат қалмай, қалмықладан қашалмай, қалды менің ноғайымай. Шыдан көйталып, ойдың шыдан шырпалып, ойға барып көрініп, орып тауға сүрініп, өлдің менің ноғайым-ай, өлдің менің ноғайым-ай, өлдің менің ноғайым-ай. Арғымағын талдырып, атайыңнан анайға салып қостырып, алғасадым ноғайым-ай, алғасадым ноғайым-ай.
Erkin yayların olayım ay. Давайте веселее похлопали, а что? Yaz geldi yapan, döküldü kara sapan, endi geldi yaz zaman. Şaben şaben azan azan, Navruz geldi mübarek. Şaben şaben azan azan, Navruz geldi mübarek. Yakında göller kakıldaydı kazlar, bizge yalnız vermeydi gelin çıktın kızlar. Şaben şaben azan azan, Navruz geldi mübarek. Şaben şaben azan azan, Navruz geldi mübarek. Turanay, turanay, turpidolin kiyanay, bizge yalnız veranay. Şaben, şaben, azam, azam, Navruz geldi mübarek. Şaben, şaben, azam, azam, Navruz geldi mübarek. Kara tavuk kakıldap, balık diley turadı. Yas yalqalı şapıldap, yağmur diley turadı. Şaben şaben azam azam, Navruz geldi mübarek. Şaben şaben azam azam, Navruz geldi mübarek.
И с заключительным номером выступит для вас заслуженная артистка Республики Дагестан Айгуль Джумагулова.
На этом, уважаемые делегаты, наша концертная программа подошла к концу. Ну а сейчас приглашаю всех на сцену. Сделаем общий снимок, памятный, общее фото. Sen fotoğraf makinesi nerede? Silseydin Tabii içeri girin. Просьба всем делегатам пройти на свои места. Evet değerli delegeler, afiyet olsun. Öğle yemeği yedikten sonra Türk Halkları Kongresi'nin ikinci oturumunu Мы начинаем второе заседание нашего конгресса. Birinci oturumda protokol konuşmaları oldu. Birliğimizin adına konuşmalar oldu. Resmi davetlerimizin konuşmaları oldu. В первом заседании официальные представители приветствовали нас. Bu oturumda heyet başkanları da 5'er dakika süre tanıyacağız. Bu 5 dakika içerisinde
kendi ülkesini, topluluğun hakkında son gelişmeleri delegasyonlara aktaracaklardır. На втором заседании мы прослушаем выступление руководителей делегаций по 5 минут каждый, в котором будет рассказываться про развитие своих народов и про свою страну. Yalnız Rusça konuşan heyet başkanları imkanları varsa aynı kendileri Türkçeyi de aktarsınlar ve tam tersi de olabilir. Türkçe konuşursa Rusça bilen varsa aynı kendisi aktarmasında yarar vardır. Если ваш текст на русском, пожалуйста, если вы сможете, на турецком тоже прочтите свой текст и наоборот. Если ваш текст на турецком, пожалуйста, на русском тоже озвучьте. Zaman kaybetmeden hemen ilk konuşmayı Türkiye heyeti adına Profesör Doktor Sayın Ahmet Çolak'a davet edin. Buyursunlar. На сцену приглашается профессор Ахмед Чолак. Değerli divan, sevgili delegeler, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Уважаемые gости, приветствую вас. Türkiye adına burada sizinle birlikte bulunmaktan da son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Хочу сказать, что я очень счастлив, что я нахожусь здесь и, в общем, так вот. Türkiye'de bugünlerde hava çok sıcak. Hem hava sıcak hem de siyasi yönden hava sıcak. В Турции погода очень тоже жаркая, и погода, и политическая обстановка тоже накаленная. Bir yoğun referandum çalışması var. O nedenle yaz sıcağı ile beraber siyasi sıcaklık da var. В Турции тоже есть референдум, и как бы и погода жаркая, и, как я уже сказал, обстановка политическая тоже накаленная. Bugün burada Gagauzya'da ilk kez bulunuyorum. Я первый раз nахожусь в Гагаузии. Sizleri ve Gagauzları tanımaktan da ayrı bir sevinç ve mutluluk duyuyorum. Я очень рад и счастлив, что узнал больше о гагаузах. Özellikle Kıpçak köyünün bize göstermiş olduğu misafirperverliği de ayrıca teşekkür ederek vurgulamak istiyorum. Еще я хочу поблагодарить жителей села Капчак за гостеприимство. Tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ve de bu kongreyi düzenleyen Dünya Türk Gençleri Birliği'ne ve Umut Derneği yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerle tekrar selamlıyorum. Еще раз хочу сказать спасибо вам. Я очень рад, что я нахожусь здесь. И хочу поблагодарить организаторов Союз тюркской молодежи и общественную организацию УМУТ за то, что организовали этот конгресс. Спасибо вам. Teşekkür ederiz. Sayın Doktor, Profesör Doktor Ahmet Çolak. Tabii ki Türkiye hocamızın dediği gibi ciddi bir süreçten geçiyor, referandum süreci. Конечно же, в Турции сейчас политическая обстановка. Türkiye halkına hayırlara vesile olur. Дай Бог, все будет хорошо. İkinci konuşmacımız Bulgaristan delegasyonu adına Sayın Rafat Ulutürk. Buyursunlar. Рафет Улутюрк, Болгария. Sayın Genel Başkanım, Sayın Divan, değerli delegeler, değerli misafirler. Kuruluşumuzun 20. yılında yaklaştığımız şu günlerde Dünya Türk Gençler Birliği'nin ulaştığı mertebenin sevinci ve gururu ile hepinizi selamlıyorum. Уважаемые гости, уважаемые делегаты, всех вас приветствую.
Hepinize konuksever ve güler yüzlü Bulgaristan Türklerinden, özellikle de Sayın Genel Başkanım Profesör Doktor Hayati Durmaz'dan ve Bulgaristan gençlerinden kucak dolusu sevgi ve selamlar getirdim. Я принес вам привет профессора Хаяти Дурмаз и от болгарской молодежи. Türk dünyası coğrafyasının yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle kültürel ve tarihi birikimi açısından dünyanın en önemli coğrafyasını oluşturmaktadır. Тюркская география обладает большими земными ресурсами. Также она богата и традициями своими. Bu zenginlikleriyle hızla gelişmekte olan Türk dünyası büyük bir stratejik öneme sahip olduğu gibi dünya siyasetinin ve ekonomisinin baş aktörü olma yönünde hızlı adımlarla ilerlemektedir. Своими природными богатствами тюркская география обладает большим стратегическим значением. Burada bulunan tüm arkadaşlar bugüne kadar yapmış olduğunuz bu çalışmalarınızdan ve fedakarlığınız için sizleri gönülden kutluyorum. Я благодарен всем организаторам, которые организовали этот конгресс. Küreselleşen dünyada sınırlar adeta ortadan kalkarak mesafelerin kısaltılmasıyla kıtalar arasındaki seyahatler saatlere inmiş, tüm dünyada insanları neredeyse iç içe yaşamaya başlamıştır. С развитием технологий весь мир начал уменьшаться, и все люди начали жить очень близко друг к другу в технологическом понятии. Teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesi de haberleşme imkanlarını öylesine geliştirmiştir ki dünyanın her köşesinden insanlar renk, dil, din, millet ayırt etmeden birbirleriyle ilişki kurabilmektedirler. Технология настолько развилась, что мы сегодня в любой точке мира можем общаться друг с другом вне зависимости от расы, от цвета кожи и вне зависимости от языка. Bu gelişmelerde gerek uluslararası ilişkilerde gerekse iç siyasette ve sosyal yaşantıda yeni konseptlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Это технологическое развитие заставляет нас переходить на новые концепты. Bu da yeni oluşumların, yeni birlikteliklerin kurulması demektir. Это, в свою очередь, является bu yeni dünyada sivil kuruluşlar gün geçtikçe ulusal politikalarda olduğu gibi uluslararası politikalarda da etkili rol almaya başlamışlardır. Bu nedenle çeşitli ülkelerdeki sivil kuruluşlarla kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkarabilmektedirler. С развитием технологий, как мы сказали, мир уменьшается, поэтому на передовой план выходят общественные организации, которые должны между собой общаться и вместе работать. Bunun en iyi örneklerinden birisi de işte burada bulunan bütün arkadaşlarının olduğu gibi Dünya Türk Gençler Birliği'dir. И самым ярким примером это Союз тюркской молодежи. Dünya Türk Gençler Birliği'nin insan haklarından çevreye, ekonomiden siyasete, bireysel özgürlüklerden demokrasiye gibi her konuda gösterdikleri çabalardan dolayı kutluyoruz. Мы поздравляем Союз, общественную организацию Союз тюркской молодежи, так как они во всех областях, и в экономическом, и в политической сфере везде проявляют свою активность. Ancak bizler bunu da aşarak yeni bir sivil toplum kuruluşu oluşturduk. Bu sivil toplum kuruluşunun da bugün burada 1. Türk Halkları Kongresi'ni yaparak bu bayrağı daha da yükseklere birlikte taşıyacağımızı kanıtlamış olduk. Мы, несмотря на это, организовали новую общественную организацию. И сегодня, на сегодняшнем конгрессе мы подняли этот флаг и в дальнейшем будем работать совместно. 1. Türk Halkları Kongresi'nin Gagavuz yerinde yapılması da bizler, yani Balkanlarda yaşayanlar için ayrı bir anlam taşımaktadır. Первый тюркский конгресс, который проводится сегодня в Гагаузии, носит отдельный смысл для Балкан. Çünkü Balkanlarda Hristiyan olan sadece Gagavuzlar değil, bugünkü Bulgarlar da eski Bulgar Hanlığı'nın torunları olarak Türk dünyasının bir parçasıdırlar.
так как на Балканах христиане тюрки не только гагаузы, но и болгары, которые также являются тюрками. Ümit ederiz ki bu toplantımız Avrasya bölgesinde olduğu gibi Balkanlarda da özellikle Bulgarlar ve Gagavuzlar ve Türk dünyası arasındaki sosyal, siyasi, iktisadi ve kültürel işbirliğinin gelişmesinde ve güçlendirilmesinde katkıda bulunacaklardır. Также я надеюсь, что это собрание не только, как и в Евразии, также на Балканах, особенности в Болгарии, в Гагаузии и для тюркского мира будет великим шагом в социальной, в культурной сфере для объединения и для работы, совместной работы в будущем. Değerli Gagavuz kardeşlerim, fazla zamanınızı almamak için sözlerimi Türk dünyasının her toplantısında yaptığım konuşmanın son sözleriyle tamamlamak istiyorum. Bu sözlerimi de her toplantıda tekrarlamak istiyorum. Sizlerin de bu sözlerimi özümsemenizi istiyor ve gittiğiniz her yerde bunları tekrarlamanızı istiyorum. Я хочу сказать, в завершение хочу сказать пару строчек, которые я всегда читаю на каждом собрании такого рода. Türk dünyası gençleri, dünyayı yönetmeye hazır olunuz. Тюркская молодежь, будьте готовы руководить миром. Çalışmalarınızı da her zaman bu doğrultuda yapınız. И развивайтесь в этом направлении. Çünkü dünyayı yönetenler bizler olmasak bile, так как даже если не мы сегодня руководим миром, çocuklarımız veya torunlarımız mutlak süratle olacaktır. Наши дети или внуки обязательно будут руководить миром. Hepinize Türk dünyası uğruna yürüttüğünüz özverili çalışmalardan üstün başarılar diler. Я желаю вам успехов в вашей работе. Birinci Türk Halkları Kongresi'nin başarılı geçmesini temenni eder. Organizasyona katkıda bulunanlara ve özellikle hepinizin de yakından tanıdığı dostumuz Moldova Milletvekili Sayın Oleg Garizan'a başta olmak üzere Sayın Kıpçak Belediye Başkanımız Ivan Nikolaevich ve tüm arkadaşlarına teşekkür ederim. Я хочу поблагодарить организаторов этого конгресса, в особенности депутата парламента Республики Молдова Олега Гаризана, а также примара села Копчак Ивана Николаевича. Sağ olun, var olun. Спасибо. Biz de divan olarak Bulgaristan delegasyonu adına konuşan Sayın Rafet Ulutuş kardeşimize teşekkür ederiz. Nogay delegasyonu adına Yengölçü kardeşimize mikrofonu davet edin. Buyursunlar. Sayın Başkan, Sayın Divan, уважаемые делегаты и гости Конгресса. Я сегодня не буду перед вами выступать с докладом о тяжелом социально-экономическом положении разделенного ногайского народа. Я коснусь истории человека, который более 60 лет имел военно-политическую силу и который создал вообще Буржатскую Орду, поскольку мы находимся сегодня на территории Буржатской Орды. Ногайцы, ногайлар, самоназвание, один из тюркоязычных народов с яркой историей, обладающий неоспоримым культурным своеобразием. В 16-17 веках миллионы ногайцев населяли обширные просторы от Тургайской возвышенности на востоке до Днестра на западе. Современные ногайцы – это часть довольно многочисленного прошлого народа, который в 15-18 веках создал несколько государств: Большую Ногайскую Орду, Малую Ногайскую Орду, Астраханское ханство, Тюменское, Бараханское, Едесанское, Едишкульское, Джембулукское, Буджакские орды и населял степи между Иртышом и Дунаем. Ногайцы, как остальные тюркские племена, являются естественными потомками, преемниками всех предыдущих этнических образований, начиная со скифов и гуннов на дороге народов. И они, нагаи, были последним из тех, кто доминировал здесь в свое время, занимая те же земли, что их предшественники, кипчаки и ранее печенеги. В понятие нагай вошли самые различные племена тюрков. Это местные древние западно-тюркские племена и кипчаки. Во-вторых,
пришедшие еще при гунах, час племен Уйсун, Дулат, Камлы, в-третьих, те племена, которые в составе Золотой Орды участвовали в войнах на Западе, то есть Алшины, Найманы, Киреи и многие другие тюрки. Нагайцы правоверные мусульмане суннитского направления ханафитского толка. Сегодня нагайцы расселены в 5 субъектах Российской Федерации, взаимодействуют с многочисленными этническими обществами, где взаимовлияние культур и взаимообогащение является уже явлением повседневным. Определенное сокращение этнических, культурных различий, базирующихся на общей российской гражданственности, с одной стороны, и принадлежность общей религиозной исламской конфессии, с другой стороны, сегодня вызывает вполне естественные воспоминания времен смещения народов в историческом прошлом. В силу череды трагических обстоятельств на сегодняшний день в пределах России проживает 90 666 нагайцев, которые к тому же не имеют своей автономии, живут сравнительно многочисленными компактными группами в различных регионах Северного Кавказа и Дагестана. Проблема этногенеза во все времена имела очень важное значение как для целого этноса в целом, так и для каждого человека в отдельности. Сохранение человеком своей этнической принадлежности является его родовой потребностью, а для более четкого определения своего места в окружающем мире ему важно знать свои исторические корни. Интерес к своему происхождению был присущ человеку изначально. Тюрки, как и многие другие народы, еще в эпоху родового строя в устных преданиях сохраняли память о этногенезе своих предков и героических подвигах. Во времена войн монголов на Западе и среди тюрков, а войско Бату состояло тогда из 4000 монгол, 30 000 татар и 200 000 тюрков-кипчаков. Выдвинулся военачальник по имени Ногай, впоследствии ставший еще при жизни легендарной личностью, историческую роль которой до сих пор не оценена по достоинству. Вся политика и войны Золотой Орды период 1255-1301 года на Руси, в Восточной Европе, Закавказье, вопрос о назначении в них новых правителей, разрешение проблем при собственных междоусобицах или выбор хана в Золотой Орде и прочие дела, все это связывались только с именем этого человека. Историк Михаила Палеогла Покамер 1242-1308 годы, определяя значение договоренности византийского императора с Ногаем, отмечал: они дружбой достигли таких выгод, какие едва ли могли приобрести случайностям войны в византийские времена. В походе на Европу в 1240 году Ногай в 20-летнем возрасте командовал тысячей, затем 10-тысячным тюменом буйных, состоящих из одних тюрков-кипчаков. Как подтверждают многие ученые, Ногай родился в Половецких степях канун решительного наступления татаро-монгол на Восточную Европу, то есть в 30-х годах 13 века. Настоящее имя Ногай это Аказ, это значит Аказ, белый гусь. Но Ногай это аристократический титул. Личный авторитет, влияние, тюркское происхождение, этническое и политическое противопоставление, соперничество тюрков и монголов, многие прочие причины оказали решающую роль на принятии имени Ногай, имя самоназвания, которое мы до сих пор носим. В первую очередь данное имя приняло военная знать тюрков, несших военную службу Ногая. Впоследствии это самоназвание Ногай стало не только именем военной династии, но и этническим, территориальным, историческим названием многих тюрков, чьи предводители и воины входили в эту военно-политическую группировку в составе Золотой Орды. Мангитский юрт, во главе которого стоял темник Ногай, являлся основой самого западного улуса Золотой Орды, находящегося в Пруто-Днестровском междуречии. Бату-хан еще при жизни назначил Ногай Мурзу главнокомандующим всего войска Орды, и Ногай вскоре удалился в свой улус, располагающийся в Пруто-Днестровском междуречии на территории современной Молдовы. На этом посту Ногай Мурза был до 1301 года, пока его не убили в 81 возрасте. Но его убийство произошло в решающей битве во Второй войне между Тохтой и Ногаем. Это значит территория Куканлыка, Каганлык. Это место можно идентифицировать как реку Каганлык в Полтавской области. На сей раз, конечно, Ногаю не повезло. И возраст у него был 81 год человека, он еще на коне умудрялся воевать. Его армия была разгромлена, а сам он убит русским дружинником из армии Тохты.
Воин принес голову Ногая Тохте, ожидая щедрую награду. Вместо этого Тохта приказал казнить его, сказал: у простолюдина нет права убивать хана. Несомненно, Тохту возмутило, что Ногаю не была предоставлена привилегия умереть без пролития крови. Буджакская орда, занимающая земли между Днестром и Дунаем, состояла из потомков некогда кочевавших здесь еще на татаро-монгольское нашествие угузов и печенегов. После утраты самостоятельности в середине XIV века буджакцы уже растворились было в середине дунайских болгар. Но, видимо, из-за контактов с тюрками в период Отоманской империи сохранили природный тюркский язык. Вместе с тем, оказавшись из-за перипетий судьбы на болгарской преобладающей среде на западном берегу Черного моря, буджакские лишились основы ведения привычного образа кочевой жизни. Кроме того, они не были приняты здесь в качестве своих. Из поколения в поколение считались пришельцами и не могли себя чувствовать уютно даже под лазеревым небом на солнечных берегах, омываемых теплым водом понта. Их всегда тянуло в буджакские степи. Пусть засушливые, пусть не столь благодатные, но родные и близкие буджакские степи. Если взять за точку отчета начала скитания гагаузов по чужим странам середины XIV века, то Буджак – это родина предков гагаузов, известных на определенном отрезке запечатленной истории как нагайцы. Но подтверждая это современный гагаузский публицист Михаил Губаугло даже пишет: следы прошлого скотоводческого хозяйства и обусловленные им подвижного кочевого быта оказались крепко плетенным в ткань современного устного народно-поэтического творчества гагаузов. В сюжетах многих песен, легенд, сказок воспевается тяжелый труд и широта характера мужчины-степняка и его мужественной степной подруги Кыр-Гарасы, дочери степей, готовой в любое время года и суток разделить с ним все невзгоды кочевой жизни. Но где бы ни оказался гагауз, он помнит свою буджакскую степь. Буджакская степь стала колыбелью возрождения народа, основой его территориального единства, его малой родины. В 1994 году в Молдавии была провозглашена Гагаузия. На молдавской земле современные гагаузы имеют свой дом и свою государственность. Одновременно гагаузы принесли в Молдову уникальную тюркскую культуру, настоящий сплав традиций самых различных народов Балкан. Нагайцы вновь появились в Буджаке из предкавказских степей в 1484 году. Это после разгрома войск Нагая. Расцвет Буджакской орды пришелся на 17 век. В конце 17 века в Буджакскую степь в значительном количестве выселяются тюркоязычные нагайцы, улусы едисанских, едишкульских и так называемых белых нагаев, урак-углы. В других источниках употребляется как форма аракулы или уракулы, название рода акнагайцев. Буджакская орда, Акерманская, Белгородская, по названию города Белгород-Днестровский, автономное образование нагайцев, поселившееся на территории Буджака, появившееся в начале 17 века. Буджак населяли в 18 веке несколько больших кочевых группировок. Среди них наиболее известны Етисан, Едишкуль, Джамбойлук, Орак, Углы, Орумбет, Улы и киргизские улусы. Из этого списка в нашем документе, значит, у ученых представлены Орак, Улы, Орумбет, Улы. В своей книге «Судьба гвардейца в Сюембике» Максим Глухов Нагойбак пишет: точно так же добавили мы, как в наших казано-татарских песнях, легендах, сказках и достанах, как ни говори, былая наша общая принадлежность к нагайству сказывается, и от него никуда нам не деться. Я сегодня с благодарностью вспоминаю процитированные принципы МТМ уважаемым доктором Якуб Демироглу, генеральным секретарем Союза писателей Турции, в сентябре 2004 года на 11-м Курултае МТМ Румынии. Тюркская молодежь с искренностью, объединяющаяся вокруг принципа вечности тюркизма, пусть никогда не забудут и не потеряют свой отюкен. Отюкен, от которого Белге Каган завещал не отлучаться и не забывать. На языке Гаспаралы звучит следующим образом: единство в языке, мысли, деле. Он назвал их вечным принципом МТМ, как вечный бенгутаж архонских надписей Культегина. Пусть всегда и вечно живут тюркские народы. Спасибо. Nogay Delegasyonu Başkanlığı'nda konuşan Yankut kardeşimize teşekkür ederiz.
Şimdi ise Londra'ya uzanıyoruz. Londra'dan bir misafirimiz vardır. İlk defa Türk Halkları Kongresi'ne katılmıştır. Kendisi Levent Bropli.